Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. 11 декабря 2020 года международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с крымско-татарским народом Liberate Crimea начало кампанию «Депутат, помоги узникам Кремля» в рамках международной кампании «Аталых. Крестный отец», который призывает народных депутатов Украины и депутатов всех уровней взять шефство над узниками Кремля. По данным Крымско-Татарского ресурсного центра, на данный момент 218 политических заключенных и преследуемых по уголовным делам, 150 из которых представители крымско-татарского народа. 114 находятся в застенках ФСБ, 76 из них крымские татары. В том числе осуждены и отбывают срок в колонии 55, 33 из них крымские татары, 59 в СИЗО, 43 из них крымские татары, а также 29 имеют ограничение или испытательный срок, 20 из них крымские татары, 46 освобождены, 31 из них крымские татары, 29 преследуются, 23 из них крымские татары. На наш взгляд, сейчас особого внимания требует 114 узников, находящихся в застенках ФСБ, а также военнопленные Донецкой области. Активисты международного движения Liberate Crimea направили письма каждому народному депутату, в которых призывают народных депутатов взять шефство над узниками Кремля, а также информацию о них. В рамках данной акции просим народных депутатов: первое, публично, на пресс-конференции, на странице Facebook, Twitter и других социальных сетях заявить о взятии под свою опеку кого-нибудь из узников Кремля. Второе. Не реже одного раза в месяц делать публичные заявления о политическом заключенном, который находится под опекой народного депутата. Третье. Обращаться в офис президента Украины, Министерство иностранных дел Украины и другие государственные компетентные органы с требованием активизировать вопрос освобождения крымских узников Кремля. Четвертое. Оказывать правовую, политическую, информационную и другие виды помощи подопечным и их семьям. Пятое. Привлекать коллег из парламентов других стран брать шефство над подопечным. Шестое. Обращаться к трехсторонней контактной группе с требованием включить подопечных в список на обмен. Седьмое. Осуществлять законотворческую деятельность, направленную на обеспечение защиты прав политических заключенных Кремля. Восьмое. Способствовать социальной, медицинской, психической реабилитации и реинтеграции в украинское общество политических узников Кремля после освобождения. Девятое. Способствовать социальной, медицинской, психологической реабилитации родных политических заключенных Кремля. Десятое. Проводить другие публичные мероприятия, направленные на защиту прав политических заключенных Кремля. Хочу обратить внимание, что под политическим шефством имеется в виду не финансовая помощь. В рамках кампании «Депутат, помоги узникам Кремля» международное движение Liberate Crimea при содействии художника Андрея Ермоленко разработало более 120 информационных плакатов с QR-кодом, с помощью которого можно получить более полную информацию об узниках. Проводится твиттер-шторм и широкая кампания в социальных сетях. За первые 10 дней кампании откликнулись народные депутаты, которые вступили в коммуникацию с инициаторами кампании, среди которых Ирина Верощук, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Слуга народа», Ивана Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Европейская солидарность», Владимир Арьев, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Европейская солидарность», Рустем Умеров, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Голос», Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, диссидент, депутат Верховной Рады Украины, фракция «Европейская солидарность». Возможно, до некоторых народных депутатов не дошли письма, а кто-то не успел прочитать их или был очень занят законотворческой деятельностью. Мы планируем провести выставку в здании Верховной Рады Украины, написать новые письма народным депутатам, организовать обращение родственников узников, запустить ролик «Узники Кремля». О результатах мы проинформируем 10 февраля 2021 года.
Народные депутаты и их помощники могут получать дополнительную информацию по телефону 067 343 74 54 и электронной почте ktrc2015@gmail.com. Уважаемые народные депутаты, это наши граждане, которые нуждаются в вашей поддержке. Я уверен, что все мы вместе сможем вернуть детям родителей, женам мужей, матерям сыновей, а Украине своих граждан. Боритесь за Крым, боритесь за Украину. Чем больше людей будут знать правду о Крыме, тем быстрее мы его освободим. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч.